Пришло время рассказать о последних событиях. В студии Мухаммед Зикиреев. Здравствуйте. Прямо сейчас о главном. Память о великом герое. В Симферополе появится памятник достойный Амедхана Султана. Мечети быть. В селе Синицыно Кировского района решен вопрос оформления земельного участка под строительство культового сооружения. Никто не забыт, ничто не забыто. В Симферопольском районе воспроизвели бишуйский бой. Сохранить жизнь ребенку. ГИБДД провело разъяснительную акцию о пользе детского автокресла. Этнографическое наследие. В Ханском дворце открылась выставка традиционных крымско-татарских костюмов. Об этих и других новостях прямо сейчас в выпуске. Жив и невредим. Капитан российского сейнера «Норд», захваченного Украиной около 10 месяцев назад, вернулся в Крым. Владимир Горбенко отметил, что пересек границу в Крым по российскому паспорту. Несмотря на давление, правоохранительный признать себя гражданином Украины. Ощущалась поддержка, потому что постоянно интернет штудировал, информацией владел о том, как отзываются люди о происходящей ситуации. Это тоже вселяло надежды в том, что все-таки на нас не забыли, на нас помнят и всячески стараются нам помогать. Напомним, 30 октября 7 моряков судна «Норд» обменяли на экипажи украинских судов, задержанных ранее пограничниками за браконьерство. До этого 2 моряка смогли выехать с Украины по российским паспортам. Мечети быть. В селе Синицыно Кировского района вопрос оформления земельного участка под строительство культового сооружения решен. Депутат Госдумы Руслан Бальбек совместно с председателем Госкомнадзора Ленуром Абдурамановым встретились с местными жителями. Когда завершится строительство, в нашем следующем сюжете. Песок, щебень и цемент. Жители поселка Синицыно готовы залить фундамент мечети. Но сейчас все работы приостановлены. Решается вопрос оформления участка и изменения назначения пользования земли. Мы давно мечтали о новой мечети. В будущем здесь мы со всеми жителями возведем мечеть. Все у нас началось с молитвы. Еще в прошлом году усилиями местных жителей был приобретен земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Но после общественных слушаний в генплане он обозначен как под строительство культового объекта. Сейчас жители вынуждены молиться в 2 комнатах местного общежития. Мы в том помещении не помещаемся. На праздниках многим приходится оставаться на улице. Кроме этого, в поселке собирали порядка 40 подписей против строительства мечети. Мы были вынуждены обратиться к Руслану Бальбеку, чтобы он приехал и решил этот вопрос. Парламентарий посетил поселок и встретился с местными жителями. В настоящее время администрация Кировского района разрабатывает проект регламента по выдаче выписки. После собственник земельного участка должен обратиться в Госкомрегистр. У них уже сегодня правила землепользования и застройки Синицынского сельского поселения, конкретно села Синелицыно, по этому адресу Тельмина 39 содержат сведения о том, что это земли религиозного использования. Сейчас уже разработана дорожная карта, реализовать которую необходимо до 1 марта. Решение данного вопроса будет контролироваться парламентарием. Впервые уже в новом формате найдено решение, найден компромисс, который позволяет в упрощенном порядке, с учетом того, что уже в генеральных планах уже проект застройки земельного участка уже предусматривает религиозную деятельность, вид разрешенный. Таким образом, в конце месяца обещают, что будет получена выписка, которая даст возможность местной религиозной организации, Думку, зарегистрировать уже право с видом разрешенного использования на религиозную деятельность. Руслан Бальбек готов постоянно взаимодействовать с местными жителями по всем фактам, которые дестабилизируют согласие и гармонию в поселке, будет незамедлительная реакция. По всем вопросам радикального толка, то есть от кого бы они не исходили, будет дана правовая оценка, поэтому мы договорились с людьми, что на мое имя будет коллективное обращение. Конечно же, я эту информацию доведу и до главы республики Сергея Валерьевича Аксенова, и, естественно, обращусь в правоохранительные органы. И уверен, что мы совместно и с местной администрацией, и с правоохранительными органами наведем порядок. Несмотря на сложности со строительством мечети, мусульмане поселка готовы оказать помощь при возведении православного храма, а 6 христианских семей уже совершили пожертвования на будущую мечеть. Мы не хотим ни ругаться, ни скандалить ни с русскими, ни с татарами, ни с кем, но будет строиться здесь новая часовня для христиан.
Вот. Мы, лично я сам, моя семья и наши соотечественники готовы подставить плечо при строительстве этой часовни. Уже в марте местное население сможет приступить к строительству новой мечети. И совсем скоро в поселке будут возвышаться минареты. Султане есть такая, Эрвин Амиралиев, телеканал «Миллет». Памятник достойному сыну крымско-татарского народа. Общественное движение «Крым» выступило с инициативой установить в Симферополе скульптуру Амитхана Султана. Сегодня депутат Госдумы Руслан Бальбек провел совещание с представителями местной власти, интеллигенции и средств массовой информации. Сейчас проект находится на стадии активной разработки. Место под установку памятника уже определено. Есть великолепная площадь, которая благоустроена, и речь идет о площади перед входом на центральный рынок. И там есть очень хорошее место, на наш взгляд, куда бы встал памятник Амитхану Султану во весь рост. После утверждения плана проекта памятника администрация крымской столицы приступит к решению всех юридических вопросов. Проектную работу и финансирование планирует осуществлять строительная компания «Монолит». Все необходимые данные, в частности фотографии великого аса, предоставит Крымско-татарский музей. Инициаторы уверены, памятник дважды Герою Советского Союза необходим именно в полный рост. Нигде на территории бывшего Советского Союза есть бюсты, но нету скульптуры во весь рост. Вот это будет дань уважения благодарных потомков герою Советского Союза, дважды Герою Советского Союза, Амитхану Султану. Как только у нас будет проект решения будущей скульптуры, хотелось бы от телезрителей услышать какие-то предложения, замечания, чтобы в конечном итоге, пройдя общественные слушания, получить солидарное мнение в том, что это действительно Амитхан Султан, это действительно тот период жизни, который мы запечатлеем, да, то есть в виде скульптуры, отвечает тем запросам, ожиданиям общества. Установить скульптуру планируется к 99-летию со дня рождения летчика 25 октября. В Симферопольском районе возвели Бишуйский бой. В реконструкции приняли участие историки, школьники и неравнодушные жители полуострова. Подробности далее в сюжете. Реконструкция Бишуйского боя полностью напоминает события 75-летней давности. Именно тогда крымские партизаны полностью разгромили фашистских оккупантов, защитив родную землю. Бишуйский бой – одно из важнейших событий военных действий на территории Крыма. В феврале 1944-го фашисты выдвинулись из села Саблы в сторону села Бишуй. Планам оккупантов помешали партизаны, полностью разгромив немцев. Картину страшного сражения воспроизвели на месте исчезнувшего крымско-татарского села. Силами небольшого партизанского отряда, смекалкой партизан, маленьким количеством на протяжении нескольких дней была разгромлена практически дивизия немцев. Наш советский солдат, он непобедим, он ковал победу своими руками. В 1944 году, 8 февраля, здесь, на этом месте, практически также начиналось освобождение нашей горячо любимой республики Крым. Для многих мероприятие не прошло без слез на глазах, ведь еще живы некоторые участники Бишуйского боя. Многие из них были совсем молоды, но они отчетливо помнят сражение. В этом бою и погиб мой брат Вася. Он был адъютантом у командира Гвоздева. Я была раненая в этом партизанском бою, хотя была еще маловатая. Мне было там 11 лет, меня ранило было. Там не смотрели, кого и как ранить. Вначале прозвучали памятные стихотворения и семейные воспоминания. Позже завязалось сражение. Дивизия фашистов вступила в схватку с партизанами, стреляя из автоматов и пушек. Грохот и выстрелы идентичны боевым. Тихая Альминская долина вмиг превратилась в поле боя. Я изучаю историю и хочу, чтобы познавала наша молодежь историю и понимала, что такое бои, что такое раньше было, почему защищали Родину и для чего защищали Родину. И не просто бежать пули, собирать гильзы, а дослушать, кто погиб в этот бой, кто сражался, кто отстаивал честь.
Основная цель проведения реконструкции – не дать забыть историю, рассказать в деталях о ключевых событиях полуострова военного периода и, главное, воспитать в молодом поколении гордость и патриотизм. Таким образом, реконструкторы доводят до молодежи, они показывают, как это было. Соответственно, это такой урок мужества под открытым небом. По некоторым оценкам, посмотреть на реконструкцию приехало около 2000 человек. Большинство – школьники Симферополя и Симферопольского района. Каждый из них словно окунулся в историю. Эти мероприятия действительно патриотической направленности, которые проходят уже 8-й год на территории нашего Симферопольского района. Хотелось бы отметить, что ни одной копейки бюджетных средств на данное мероприятие не было задействовано. Это действительно люди неравнодушные, люди, болеющие за нашу историю, переживающие за сохранение исторической памяти, соорганизовались и провели в очередной раз такое масштабное мероприятие. В лучшей партизанской ударной группе бился и наш соотечественник Мемет Аппазов, лейтенант, командир взвода 91-го полка 51-й армии. Будучи начальником штаба 1-го автономного отряда, в рукопашной схватке против тучного немецкого солдата Аппазов одержал победу. Нам очень приятно было всей нашей группы посмотреть эту реконструкцию. Это поучительно. Мы должны историческую память передавать молодому поколению, чтобы все об этом знали. И вот то, что нам показали, это просто очень здорово, очень хорошо. В Бешуйском бою было уничтожено 450 фашистов. Село Бешуй, в переводе с крымско-татарского 5 домов, уже не насчитывает ни одного строения. Но память о сражении не исчезнет никогда. Энвер Аблизис, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет. Боевые учения. Поздравления армейского корпуса Черноморского флота сегодня были подняты на учебные тревоги. Они проходили в рамках двухстороннего ротного тактического учения на полигоне Ангарский. Поздравления береговой обороны отрабатывали задачи по захвату и обороне морского побережья. В учении было задействовано порядка 500 военнослужащих, около 100 единиц военной и специальной техники. В самом центре Симферополя состоялось торжественное открытие всероссийского фотопроекта «Герои России». Какими их не видел никто. Цель инициативы – изменить представление о ветеранах в обществе и сформировать современный образ Героя России. Ветераны боевых действий, герои труда, и есть и лица с ограниченными возможностями здоровья, но тем не менее они стремятся и своим примером показывают, как нужно жить, как нужно развиваться, и как занимаются и различными видами спорта, и общественной жизнью. Это очень важно. 15 студентов прошли во второй этап деловой игры «Ты нужен республике». Сегодня им вручили удостоверение. Теперь каждый из них официальный участник игры. Это позволит им напрямую взаимодействовать с органами власти, готовиться к дебатам и разрабатывать агитационный материал. Здесь есть все. И объединенная избирательная комиссия, и участковые избирательные комиссии, университетскими называются. Здесь есть работа с избирателями, то есть непосредственно со студентами различных структурных подразделений. Необходимо найти своего избирателя, закрепиться в сознании этого избирателя и в итоге, чтобы этот избиратель еще пришел и проголосовал. Для реализации своих программ у участников осталось ровно месяц. Принять участие в голосовании смогут только студенты, достигшие 18 лет. Имена победителей будут известны в 5-ю годовщину Крымской весны. Я хочу реализовать свои планы и реализовать самого себя. Это отличная возможность, я думаю, считаю. Мы будем продвигать единую силу студентов. Наша концепция заключается в единстве. Сохранить жизнь. Сотрудники ГИБДД Симферопольского района провели акцию для родителей, чтобы избежать беды с автокреслом «Ты води». Почему нельзя экономить на мерах предосторожности, расскажет Сабрия Алимова. С самого раннего возраста не забывайте о детках, о своих, заботьтесь о их безопасности. Безопасность ребенка необходимо обеспечивать с первых дней жизни, особенно когда родители автомобилисты. Для новорожденных следует приобретать автокресла, предназначенные для детей от 0 до 1 года, весом до 13 килограммов. В автокресле ребенка следует располагать в противоположном от движения направлении. Это связано с тем, что голова малыша составляет 25% от массы всего тела, в отличие от взрослого человека. При каком-то столкновении, резкой остановке или ДТП он делает резкий кивок вперед и может пострадать шейный отдел позвоночника. Это очень важно всем знать, помнить и никогда не возить ребенка на руках, в коляске в люльке от коляски, которая не может быть так зафиксирована и не предоставляет никакой безопасности.
Дети – одна из наиболее уязвимых категорий пассажиров. В ДТП они страдают значительно больше, чем взрослые. Самое безопасное место для установки автокресла в салоне автомобиля – это середина заднего сиденья. Главная задача автокресла – обеспечить безопасность ребенка в ДТП, а также резком торможении. Оно значительно уменьшает вероятность получения смертельной травмы на 75%. Сотрудники ГИБДД посетили перинатальный центр столицы и рассказали молодым мамам о правилах перевозки детей в автомобиле. Детское кресло в машине должно быть выполнено из качественных материалов. Обязательно наличие крепкой металлической застежки, которая будет удерживать ремни безопасности. Важно также наличие съемного чехла. Детей возрастом до 7 лет должны перевозить в автомобиле только при наличии автокресла. За нарушение требований, предъявляемых ПДД к перевозке детей в салоне автомобиля, предусмотрена административная ответственность в размере штраф в размере 3000 рублей. Азиме Шейхислямова, мама двоих детей, буквально на днях собирается приобрести автокресло для своего второго малыша Шакира. Пользуемся удерживающимся устройством. А это что такое? Это как аналог автокресла, просто он чуть меньше занимает места. Это же в первую очередь безопасность наших детей. Сначала сопротивляется, и причем чем меньше возраст, тем больше сопротивления. Соответственно, ребенок, когда чуть подрастает, объясняешь, он понимает уже. Специалисты ГИБДД отмечают, автокресло должно быть приоритетной покупкой для молодых родителей, ведь жизнь ребенка бесценна. Сабрия Алимова, Асан Зивадинов, телеканал Миллет. Новоселье. 10 сиротам и детям, оставших без попечения родителей, глава администрации Симферополя вручила ключи от их новых домов. Наталья Маленко подчеркнула, администрация крымской столицы и государства в целом проявляют не на словах, а на деле заботу о социально незащищенных гражданах. Очень приятно, что накануне 5-летия Крымской весны мы работаем в российском законодательстве, которое говорит о том, что государство обязано об этом заботиться. Вы, как никто, знаете, насколько тяжелый был путь к решению этого вопроса. В этом году мы собираемся еще сдать 180-квартирный дом для этой же категории – дети-сироты. Мужские, женские и детские. В Ханском дворце открылась выставка традиционных крымско-татарских костюмов. Выставочный зал украсили как повседневные, так и праздничные одежды крымских татар в XIX веке. На экспозиции побывала и наша съемочная группа. Фески, пояса и кисеты. Эти костюмы выставлялись и ранее, но по отдельности. В этот раз экспозиция собрала национальные крымско-татарские костюмы от головных уборов до обуви. Такая выставка, она позволяет представить наиболее полно и точно, как выглядел крымско-татарский костюм традиционный, увидеть, чем отличается праздничный костюм от повседневного. И на наш взгляд, это более интересно и аттрактивно, то есть впервые мы так показываем его, собрав в одном зале. Правдивое зеркало прошлого. Именно так организаторы выставки называют исторический костюм. К сожалению, сегодня недостаточно информации о национальной одежде крымских татар. Единственные места, где есть образцы одежды прошлых веков – Бахчисарайский заповедник и Крымско-татарский музей культурно-исторического наследия. По крымско-татарским костюмам еще не было написано научных работ. Чтобы собрать их и изучить, ученым необходимо проанализировать множество архивов. Я думаю, что вот эта выставка очень поможет людям, которые занимаются научными работами. Одежда крымских татар характеризует душу крымских татар, отмечают сотрудники Ханского дворца. Вместе с костюмами представляются и ремесла, популярные в те времена. Например, вышивка и ткачество. Это очень важно, потому как к нам приезжают люди, приезжают с разных городов, с разных стран, приезжают сюда с желанием узнать о крымских татарах. И, наверное, вот Ханский дворец является вот тем центром, где, наверное, вот так вот можно саккумулированно узнать о народе практически все. Экспозиция станет полезной и интересной не только для иностранцев, но и для тех, кто давно знаком с уникальной культурой нашего народа. Выставка крымско-татарских традиционных костюмов продлится до 31 марта. Абдулла Джосман, Фатиме Сидометова, Сусанна Рефиева, телеканал Миллет. Клюшка, шайба и старт игре. В Симферополе, как и по всей стране, отметили День зимних видов спорта. За хоккейными матчами и выступлениями фигуристов наблюдала наш корреспондент София Шукурова.
Хоккей – это один из зимних видов спорта. Он успешно развивается в Крыму. Молодые спортсмены с поддержкой родителей ставят цели – участие в Олимпийских играх. Две команды – Южные пингвины Симферополя и Севастопольский Черноморец – показали настоящую мужскую игру. У нас вся семья играет, притащил нас дедушка, мой отец. Он в свое время в детстве играл в Днепропетровске и завел нас, сначала меня, потом я отдал своих детей, двое у меня. Пацанов все играют, и все в Южных пингвинах. С 4 лет занимаемся хоккеем, поэтому планы ставим дальше двигаться, развиваться. Мы, родители, сами стали фанатами этого вида спорта. Благодаря ребенку мы знаем и спортсменов наших великих, и всегда смотрим, следим за нашей страной. Артур Айвазян 4 раза представлял страну на Олимпийских играх. 3-й раз был для него счастливым. В 2008 году он стал олимпийским чемпионом по стрельбе. Сейчас он желает всем спортсменам хотя бы раз в жизни стоять на пьедестале и быть награжденными олимпийскими медалями. На первой Олимпиаде в 2000 году в Сиднее я был 5-м, в 2004 году 7-м был, а в 2008 году, как мне казалось, в Пекине тогда китайцы были на самом высоком, то есть их невозможно было победить. Вот. И мне удалось именно победить именно там, где я больше всего думал, что это будет невозможно. Когда вешают медаль, играет гимн страны, то есть это непередаваемые вещи, которые можно только почувствовать. День зимних видов спорта у нас в стране отмечается уже 5-й год. Эта дата практически совпадает с 5-й годовщиной воссоединения Крыма с Россией. Поводом для празднования стала 22-я зимняя Олимпиада в городе Сочи, которая прошла с 7 по 23 февраля 2014 года. Эти игры стали самыми успешными для России. В общекомандном медальном зачете российская сборная заняла 1-е место и обновила национальные рекорды по золотым медалям и по общему количеству наград на зимних Олимпийских играх. Хоккей играют настоящие мужчины, правда? Трус не играет в хоккей, поэтому слабые не остаются никогда, только сильные ребята добиваются успеха. И мы надеемся, что пройдет время, и лет через 5, а может 10 мы увидим наших ребят, некоторых уже в свитерах сборной России. И не исключено, что и на Олимпийских играх будет представлен наш парень, играющий за сборную России. Команды показали достойную игру в хоккей, а утонченные девушки продемонстрировали красоту и изящество вращения на льду. София Шукурова, Аким Бекиров, телеканал Милет. Такими были события дня. Оставайтесь вместе с телеканалом Милет. Хорошего вечера.